О нем не принято говорить вслух, но молчание только усложняет ситуацию. Речь идет о ВИЧе и его крайней стадии СПИДе. На сегодня по всему миру более 38 миллионов человек болеют этим недугом. Есть среди них как взрослые, так и дети. В Ингушетии, по данным Минздрава, зарегистрировано 1431 ВИЧ-инфицированных. Большую часть из них составляют мужчины. 1011 – это мужчины, 392 женщины и 28 детишек. ВИЧ-инфекция, к огромному сожалению, как и в предыдущие годы, планомерно повышается. У нас ежегодный прирост 10%. В этом году, за текущий период 2021 года, выявлено 36 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на 10 человек больше, чем было за аналогичный период 2020 года. И из 36 выявленных 30 мужчин и 10 женщин. В Ингушетии наблюдается стабильный рост ВИЧ-инфицированных. Больных не десятки тысяч, но и население республики лишь около полумиллиона. Привычка умалчивать о своей болезни играют злую шутку с инфицированными. Нельзя окончательно избавиться от этого недуга, но при постоянном приеме лекарств можно прожить до старости. Те люди, которые понимают значимость высокоактивной терапии, они практически не выпадают из общества, ведут полноценный образ жизни, и все, конечно, в руках Всевышнего, но мы тоже должны делать какие-то от себя зависящие вещи. А это прием пожизненная терапия пораженного ВИЧ-инфекцией. В предыдущем году на 100 тысяч населения показатель заболеваемости составил 6,7. Это на 5,7% меньше, чем было в 2019 году. И за 10 месяцев 2021 года 6,4% показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. То есть идет тенденция к повышению. На сегодняшний день живых людей с ВИЧ-инфекцией на нашей территории составляет 623 человека. И за весь период регистрации в нашем центре ВИЧ-инфицированных погибло, к большому сожалению, 585 человек. Свою лепту в статистику смертей от ВИЧ внес и коронавирус. С начала пандемии от ковида умерли 8 ВИЧ-инфицированных. Многие переболели. В данном вопросе все зависело от того, принимал ли больной лекарства или же нет. Люди, которые отказываются от высокоактивной терапии, то есть наша антиретровирусная терапия для лечения ВИЧ-инфекции, она играет огромную роль в общем состоянии здоровья. Иммунитет человека поддерживается в нормальном состоянии. И вот как общая популяция, люди, которые не болеющие ВИЧ-инфекцией, ВИЧ-инфицированные тоже заболевают ковидом и переносят ее. Но, к огромному сожалению, люди, которые стойко отказываются от терапии, имеют низкую приверженность, они заболевают и, конечно, погибают, потому что погибнуть от COVID-19 шанс выше намного у ВИЧ-инфицированного ввиду стойкого угнетения иммунного статуса. Но перенесли COVID-19 очень многие, нормально перенесли без особых осложнений, так же, как и общая популяция людей, которые болеют различными хроническими заболеваниями, при этом заболевают ковидом. И это радует, что те люди, у которых высокая приверженность, и они на высокоактивной терапии против ВИЧ, они легче гораздо переносят COVID-19. ВИЧ переходит 3 путями. Объятия и рукопожатия абсолютно безопасны для здорового человека. Гораздо страшнее, говорят врачи, не знать свой статус. Самостоятельно распознать ВИЧ невозможно. Это может подтвердить только анализ крови. Важно не игнорировать проблему. В Ингушетии тест на вирус можно сдать бесплатно в Центре профилактики борьбы со СПИДом. Там же больные проходят лечение и реабилитацию. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.